Я никогда не думала, что я на самом деле стану аниматором. Работа сложная. Я хочу просто все бросить и уйти, мне ничего больше не надо. Я хотела стать ветеринаром. Именинник у нас просто великолепный. Ну, немножечко вначале он у нас смущался, застеснялся, но мне кажется, что наши персонажи его растормошили и расшевелили. Аниматор – это человек, который устраивает праздник. Праздник для взрослых, праздник для детишек. Вот. Своего рода актер, но не непосредственно актер, а человек, который, наверное, преображается в каких-то персонажей. Скорее, больше всего это детские мультипликационные персонажи. То есть это может быть феечка, не знаю, фиксики, собачки, клоуны, пираты, неважно. Очень интересная профессия, в которую я, если честно сказать, чисто случайно, наверное, попала, потому что никогда не думала стать аниматором. Очень долго уже работаю, работа мне очень нравится на самом деле. Работа сложная, потому что сказать, что вот ты приходишь, у тебя каждый день праздник, у тебя каждый день веселье, и тебя все спрашивают, от чего ты устаешь? Дети разные бывают, потому что есть дети у нас очень послушные, есть дети менее послушные, но каждому ребенку надо уметь находить свой подход. Найдешь подход, ребенок отдаст тебе, наверное, свою душу. Самая главная наша работа – это, вот, наверное, найти подход к ребеночку, чтобы мы смогли как-то помочь ему войти в коллектив. Если, например, приглашают на день рождения ребятишек, бывает, что они не все друг с другом знакомы. Вот. Поэтому наша задача – мы помогаем ребятишкам, они вливаются в коллектив, они начинают активничать, они начинают играть. Задача аниматора – это все упростить, задача аниматора – подобрать правильный, нужный конкурс. То есть, если ребенок маленький, например, мы подбираем конкурс для малышей. Если, например, ребеночек у нас чуть-чуть постарше, побольше, то можно и конкурс для детишек побольше, постарше подобрать. Раз, два, три, четыре, пять! Кого будем поздравлять? Чьи исполнятся мечты? Для кого цветут цветы? Кто сегодня будет горд, будет есть большущий торт? Печи будет задувать. И подарки мне давать. Нет, подарки принимать. Люблю работать в костюме клоунов, потому что персонаж клоуна – это безбашенный, бесшабашный, можно отрываться, можно прыгать, скакать, упала на пол, попрыгала. Вот, то есть нету рамок, которые бы меня ограничивали в данном случае. Ну, например, работая принцессой, это ты больше выходишь, такая вся красивая, такая вся нежная, привлекательная. Вот. Люблю также пиратом работать, тоже очень весело бывает, очень зажигательно, то есть пиратом можно там где-то и пожульничать, и где-то можно кого-то пощипать, там просто, не знаю. Ну вот два персонажа, которых я очень люблю, но в последнее время почему-то очень редко получается в них поработать, потому что у нас детки сейчас больше любят супергероев, дети больше любят там фиксиков, вот, поэтому как-то все меньше мы начинаем работать пиратами, клоунами, все больше мы начинаем работать принцессами, ну, либо мини-маусами, когда как получается.
Так, сегодня день рождения у мальчика, но, соответственно, мама пожелала, чтобы на программе были персонажи и для девочки, и для, соответственно, нашего именинника. У нас сегодня будет Минни Маус, у нас сегодня будет также принцесса Эльза с мультфильма «Холодное сердце». Я думаю, что все малыши абсолютно ее узнают, особенно девочки. Ну и, конечно же, главным героем сегодняшней программы будет Человек-паук, куда же мы без него, который будет спасать наш праздник, который я чуть-чуть случайно испортила. Вот так вот. И, конечно же, для того, чтобы праздник у нас начался, нам надо немножечко подготовиться, потому что в таком виде праздника не может быть. Конечно, какая принцесса у нас без короны. Одеваем нашу корону. Рисуем себе какие-нибудь, да, красивые узорчики, потому что я принцесса. Принцесса Эльза — это у нас холодная принцесса, поэтому у нас больше синенького, голубенького. Ну все, в принципе, мы готовы. Дети, я думаю, что нас уже заждались, поэтому мы отправляемся на программу. Ну вот, давай, ты же у нас принцесса. Да. Какой у нас сегодня чудесный праздник. Да тут и думать не надо, что у нас сегодня с вами замечательный праздник, который бывает всего лишь раз в году. Мой любимый праздник. Сегодня Новый год. Ты чего? Очень люблю зиму, очень люблю Новый год, очень люблю, когда все холодное, когда можно всех заморозить. Остановись. У нас не Новый год. Нет? Ребят, какой у нас праздник? День рождения. Не слышу, какой? Я никогда не думала, что я на самом деле стану аниматором, потому что, ну, думала всякое, но вот то, что меня занесет именно в эту профессию, даже не ожидала. Так сказать, наверное, подарок судьбы, потому что сейчас я, например, не представляю свою жизнь в другой профессии. Вот только это. Я буду стараться развиваться, стараться достигать чего-то большего, то есть идти вперед, не смотреть назад, ну и, конечно же, дарить детям радость и улыбки. Но чтобы стать аниматором, мне кажется, достаточно быть харизматичной, веселой, активной, и все. Уметь расположить к себе ребенка. Не обязательно для этого иметь какое-то актерское образование, как у нас многие считают, что там надо закончить чуть ли не в ГИК, чтобы быть аниматором. Нет, достаточно быть веселым, активным. Этого достаточно, мне кажется. Иногда у меня бывает такое чувство, что я хочу просто все бросить и уйти, мне ничего больше не надо. Ну, достаточно просто небольшого перерыва, чтобы прийти в чувство, вдохнуть глубоко, выдохнуть, отдохнуть немножечко, ну и с новыми силами, соответственно, идти вперед. Так что, не знаю, не скажу, что я прям устала от этого, потому что я уже в профессии 8 лет. Немногие выдерживают, потому что есть у меня знакомый, кто поработал год-два, устает человек, конечно же, от постоянного вот такого натиска, постоянно праздник, постоянно шум, гам. Человек от этого, конечно же, устает. И поэтому главное здесь уметь распределить свои силы, и все будет хорошо, мне кажется. Все, больше ничего не надо. Я бы, конечно, хотела продолжить профессию эту, работать аниматором, но, конечно, через 10 лет за престарелый аниматор с палочкой, мне кажется, детям будет не очень интересно. Вот, ну, не знаю, постараюсь как-то, может, обучать буду других аниматоров, если кому-то будет интересно, тогда, пожалуйста, может, что-то свое буду развивать, ну, будет видно. Ну, пока вот так работаем, прыгаем, скачем, веселимся.
Я хотела стать ветеринаром. Я очень люблю животных, но так получилось, что не получилось. Вот. Хотела очень лечить, потому что с детства я всегда и цыплят лечила, и собак лечила, и приносила в дом всех. Мама была всегда в ужасе: выгони, выброси, убери. Ветеринаром не получилось, и стала я аниматором. Весело мне вообще, в общем, да. Ой, сегодня было на самом деле очень весело. Дети у нас были просто замечательные. Именинник у нас просто великолепный парень, активный, зажигательный, я бы даже так сказала. Ну, немножечко вначале он у нас смущался, застеснялся, но мне кажется, что наши персонажи его растормошили и расшевелили. Вот. Каждый день бы так было. Ну, не всегда бывает, конечно, вот так. Бывает, что иногда день проходит просто очень тяжело. Особенно если у нас малыши, самые маленькие, которые у нас еще плохо понимают. С ними бывает намного тяжелее работать. А так, сегодня было все замечательно. День у нас закончился. Завтра будет новые именинники, новые дети и новые приключения.